Салям алейкум, достар, мы в Кизлеве на Крым Кофе Фест. Что тут будет, как тут будет, узнаем прямо сейчас. Поехали. Как мы видим, все начинается с Одун Базар Хапусы, древних ворот города. Здесь я уже вижу куча каких-то активностей. Пойдем посмотрим, что там. Так, здесь у нас экскурсии в непосредственно сам музей Одун Базар Хапусы. Пойдем посмотрим. Посмотрите внимательно. Ну, какая красота. Супер. То здесь, как мы видим, еще тоже книги представлены. Здесь у нас, салям алейкум, кофе на песке, саунас. Это какой кофе? Это кофе Эфиопия. Это снимаете, это кофе, да? мы снимаем, можно? Да. Да, это кофе Эфиопия. Это стопроцентная арабика, наша фирменная обжарка. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Ну и, как мы знаем, да, кофе на песке имеет свои особенности. Какие? Это то, что нужно не упустить момент, когда поднимается пеночка, да, чтобы она не убежала, чтобы наш весь вкус не ушел. Да. И таким образом кофе сохраняет свои вкусовые характеристики, вкусовые качества. И получается насыщенным, интересным и достаточно хорошим. А чем отличается нагревание на песке от нагревания, допустим, на той же газовой плитке? Ну, на песке, благодаря тому, что песок обволакивает джезве, оно быстрее закипает. И более равномерно, наверное. Да. Ну, что-то понимаю. Здорово. Сегодня на Крым Кофе Фест мы ожидаем, что каждый приехавший гость влюбится в наше место и полюбит наш кофе, полюбит в принципе кофе. Очень много мастеров приехало, я смотрю. Сейчас мы тоже к ним сходим. Да, очень много интересных работ. Думаю, что насыщенная, хорошая программа нас всех ожидает. Я уже влюблен в кофе и в патарийский, кизлевский. Саунс, хорошего вам дня. Мы пойдем дальше. У нас тут супер атмосферное премиальное кафе Каве. Кто не знает, Каве — это кофе по-крымско-татарски. Пойдем посмотрим на него. Супер красивый, аутентичный дизайн. Здесь, кстати, обратите внимание, стены знаменитые Эльзары Сейдаметовой, художницы. Салям алейкум. Ишхула Улсан. Супер атмосферно, супер красиво. Мы снимали сюжет, кстати, на нашем канале Краймен Татарс Клаб. Вы можете посмотреть сюжет об этой кофейне. Там Диляра Ханумия Кубова делилась историей создания этого пространства. Вот. Так, у нас мало времени. Пойдемте снимем открытие всего этого фестиваля, а потом вернемся и подробно поговорим со всеми, кто здесь сегодня приехал на этот замечательный Крым Кофе Фест. Ну что ж, мы прошли через суперинтересный ряд, где расположились мастера, различные точки. Мы это все обязательно покажем, но чуть-чуть попозже. А здесь сейчас посмотрите, какая прикольная сцена здесь установлена. По-моему, это старая синагога, караимская церковь. Что-то так. Честно, я не знаю, я не историк. Но место, опять же, все супер атмосферно, красиво. Сейчас с минуты на минуту должно состояться официальное открытие нашего сегодняшнего фестиваля Крым Кофе Фест. Мы посмотрим, что тут будет, расскажем вам, тоже покажем, а потом вернемся и пройдемся по всем этим замечательным интересным точкам. Там подошла какая-то женщина и сказала, что мы начинаем. И мы начинаем. Торжественная музыка пошла. Вау, тут прям ведущие вышли. Ничего себе. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Привет. Мы приветствуем всех любителей бодрящего напитка, настоящих кофеманов и просто любопытных гостей. Сегодня мы собрались на открытие первого ежегодного Крым Кофе Фест! О, ежегодное, оказывается, событие планируется. Это супер.
Вот, оказывается, что нас ждет. Образцовый театр Делис «Однажды на улице». Вот такие прикольные образы, что-то среднее между Остапом Бендером и Коровьевым Фаготом. Ну, интересный, прикольный номер. Молодцы. Это комплекс «Джуваль», соучредитель и генеральный спонсор фестиваля «Крым Кофе Фест» на Малом и Иерусалиме. Управляющий этнокомплексом «Джуваль» Якубова Диляра Меджидовна. И, конечно же, мы вручим памятные дипломы, которые навсегда останутся в памяти о сегодняшнем дне. Генеральный партнер фестиваля «Крым Кофе Фест», директор компании Сейдметова Ленара Мусаевна. Ну что, кофе выпито, дипломы вручены, Крым Кофе Фест считается официально открытым. Теперь давайте погуляем спокойно и расскажем вам о всем, что тут сегодня происходит. Итак, Достлар, здесь организаторами любезно предоставлена карта происходящего, и мы вот находимся вот здесь. Я правильно сказал, это купеческая синагога. И будем двигаться до конца этой улицы, до синагога Егия Капай. Егия Капай, надеюсь, я правильно поставил ударение. От одной синагоги будем двигаться к другой. Расскажем вам, что происходит. Здесь огромное количество украшения Булат, кофе Лазурный берег, сладости Лукумыч, сыроварни, сырный дом, пекарня Плюшки-Ватрушки. Я туда хочу. Кофе Рамхавесы, наши любимые партнеры, спонсоры и друзья. Туда тоже пройдем. Так, здесь написано просто мастер-класс, что там тоже посмотрим. И потом обязательно вернемся в кофе Хаве, там тоже поговорим. Но обязательно сейчас дождемся Диляру Ханум и возьмем у нее небольшое интервью. Мы вот подошли к так называемому белому залу. Супер красивое атмосферное пространство, созданное, кстати, Ринартом Саранаевым. У нас недавно на канале состоялась встреча с ним. Посмотрите, тоже очень интересно. Ну что ж, здесь будет тоже своеобразное открытие, я так понимаю. Салям алейкум. Приятная музычка. Легкий ветерок с моря дует. Очень приятно находиться здесь. Класс. Салям алейкум. Алейкум салям. Как вы, Ленурага? Ничего, я ваш. Поделитесь впечатлениями о сегодняшнем фестивале. Ну, ярко, много людей, погода прекрасная. Высота 10500, как говорится. Вы сами кофе-то любите? Я вообще люблю и чай, и кофе, и компот, и вино. Ого. Одинаково пью и то, и другое. Правильно. Тут уже у каждого напитка есть своя культура, как говорится. Да. А то, что сегодня впервые стартовал фестиваль в честь кофе, так сказать, в правильном, как говорится, месте, да, в старинном средневековом городе, который действительно имеет свои традиции, как культурные, так и традиции варенья кофе. Да. Поэтому все очень здорово. Вижу, что улыбки, люди, все ярко, красиво, как на каком-то шикарном гранд-базаре. Да. Такая большая симпатичная ярмарка, и керамика, и картины, и ковры, и джезве. Вся необходимая атрибутика для варенья кофе и вообще созерцания праздника, да, как говорится, здесь и сейчас. Поэтому поздравляю нас всех с этим прекрасным праздником. Так что хайрлы болсын. Саламас. Хайрлы конле. Салам алейкум. Поделитесь, пожалуйста, что тут будет сегодня происходить? Сейчас будет проходить деловой форум на территории этно-ресторана «Джуваль». Здесь люди, кто любит кофе, кто в бизнесе, в кофейном, всем, кому интересна эта тематика, все собираются в этом кругу, и будет вот такая очень интересная встреча в течение 2 часов. Люди будут делиться своим опытом, и не только. Да, а вот вообще Крым Кофе Фест, что это, для кого это, почему, зачем? Кофе – это же неотъемлемая часть культуры,
Издревле Присоединяйтесь, пожалуйста. Можно, пожалуйста, буквально в 2 словах. Что это, о чем, почему, зачем? На самом деле это возможность заложить ритм ежегодному фестивалю и сказать, что столица крымского здесь, кофе здесь, в Кизлеве, в Евпатории, и сказать о том, что это часть нашей культуры, и кофе, он зашит в нашем QR-коде. Супер. Çok sağ olunuz. А на чем мы остановились? Мы остановились на Диляре Ханум. Пойдемте кофе попьем, а? Пойдемте попьем кофе. Действительно, что разговаривать? Пойдемте попробуем кофе. Итак, у нас началась деловая часть форума, где люди, которые связаны с кофе, так или иначе, это любители или бизнесмены, будут рассказывать, делиться своим опытом о создании бизнеса. Смотрите, я первое, что я хотела до вас гостей донести, что все мы здесь собрались, Диляра Ханум поделилась сейчас супер амбициозной идеей, мечтой превратить Кизлев, во-первых, в столицу крымского кофе и сделать этот фестиваль ежегодным. И все мы сейчас стали свидетелями практически исторического события в культурной жизни нашего полуострова, потому как сегодня стартовал первый Крым Кофе Фест, который мы все надеемся, что он превратится в ежегодный большой праздник крымско-татарской культуры, потому что кофе — это неотъемлемая часть нашей культуры. Ну что, деловой форум тоже официально считается открытым, так что у нас есть время и желание пойти и посмотреть, что происходит у нас там, в основной части, на Малом Иерусалиме, так сказать. Пойдемте туда, посмотрим. Диляра Ханум хочет нас познакомить с человеком, благодаря которому, как она говорит, состоялся маршрут, да? Да, на самом деле это была инициатива с 2 сторон. Это была инициатива бизнеса и города. Но когда мы говорим город, мы говорим очень общее. На самом деле он состоит из каких-то людей, иногда очень маленького количества людей. Я хочу вам представить Дмитрия Шалацкого. И если бы он не был таким, какой он есть, скромным, целостным, трудолюбивым и креативным, наверное, не было то, что есть. То есть здесь мы, конечно, сделали деловую среду, конечно, мы дали кач, но кто-то должен был позаботиться о каждом, кто стоит на маршруте. Связать миллион ниточек, провести электроэнергию, вот эти все привязки сделать. И я очень рада, что жизнь столкнула нас с ним, и что сложилось все, как сложилось, да еще и погода хорошая. Но я хотела бы, чтобы он несколько слов сам сказал. Скажите, пожалуйста, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о подготовке к мероприятию, с самим мероприятием, как оно проходит, по-вашему? Сегодня все начинается с того, что утро началось с чашки кофе, который я выпил в 6 утра, когда первый раз вступил на маршрут. Работает над комфортом гостей и ремесленников. Сегодня очень большая команда, креативная команда, которая вместе с семьями сегодня пришла и успевают и работать, и пытаются отдыхать вместе с детьми. И я думаю, многие гости сегодня это чувствуют. Сегодня порядка 70 ремесленников со своими товарами, продукцией вышли и работают на маршруте. Большая часть это те, кто каждый день работает на маршруте, но есть и многие, которые приехали с разных уголков Крыма. Сегодня более 30 человек угощают, дают интересный кофе, варят сладостями, сырами, улитками, угощают гостей. Даже и, конечно паштетом из печени улиток, да? Да, и, конечно же, это сегодня создает атмосферу
праздничную, фестивальную. Лето хоть и закончилось, но осень это замечательная пора, которая готова объединять друзей. И здорово, что все это происходит на маршруте Малый Иерусалим по чашку вкусного крымского кофе. Да, мы хотим сказать тоже, что мы прошли маршрут от начала и до самого конца. Это невероятные впечатления. Многое сегодня я в жизни вообще первый раз попробовал. Это очень-очень круто. У вас получилось действительно передать настоящий праздник, вот такой вот осенний праздник. Спасибо. Это результат работы не одной команды. Да, очень креативных людей. Но я хотела бы добавить, что самое важное то, что сделали мы сегодня, это мы заложили ритм ежегодному празднику Крым Кофе Фест, который каждые вторые выходные сентября будет стартовать в этом городе и собирать всех неравнодушных не только за чашкой кофе, а за беседы. Мы же говорили о том, что кофейня из былого – это неспешные беседы, это встречи, это знакомства, эти переговоры. И мы думаем, что мозаика Крыма от этого будет ярче. Город несет свою яркую краску, наша культура добавит абсолютно яркие акценты в эти краски. И мы будем ждать следующую осень. Да? И мы тоже будем ждать. Чок Сагол, до встречи. Дуслан, мне подарили подарок. Сказали Сагол, что разделили с нами это мероприятие. Ну, приятно, круто. Кстати, нашему оператору тоже подарили подарок. Ой. Вот, все, красиво теперь. И вкусно, и полезно, и красиво. Чок Сагол. Ну что, нас накормили, угостили вкусным ароматным кофе. Давайте наконец пройдемся, посмотрим, что у нас тут происходит. Поехали. Так, ну во-первых, здесь кофе на песке готовят, я его хочу попробовать. Пойдемте. А здесь уже большая очередь к вам на кофе на песке? Тогда мы вернемся к вам попозже. Поехали дальше. Так, у нас тут пространство каве. Снимаем. У нас такая вложенная история. Салям алейкум. Поделитесь немного, у вас тут можно это продегустировать кофе? Здесь мы, получается, варим этот кофе на кофе-аппарате. Так. Чисто американо и эспрессо, чисто черный кофе. Либо же варим на песочке, только один сорт, это эфиопию, нашу фирменную. Да. В основном кофе у нас арабика, собственные обжарки, собственный бренд Хаве. Вот. В принципе, все. Давайте мы попробуем какой-нибудь кофе. Какой посоветуете? А какой вы кофе предпочитаете по вкусовым качествам? Вот, чтобы не кислил. Чтобы не кислил. Есть купаж арабики и робусты. Здесь 60 на 40 соотношение получается, не сильно кислый, вообще он будет не кислый. Либо же есть тоже купаж, но уже арабики бразильской и арабики эфиопской. Здесь Бразилии больше, поэтому он будет не кислый. Давайте Бразилию вот это попробуем. Американо, эспрессо. Американо. Хорошо. А какой чаще всего берут? Как раз таки вот его. Его, да? Да, либо же Колумбию. Ага. Колумбия тоже звучит заманчиво, но мы уже выбрали Бразилию, будем пробовать Бразилию. А вот которая за стеклом у вас, это просто то же самое кофе, который за стеклом? Здесь просто этот кофе мы также варим и на дегустацию еще. Ну и готовим в эспрессо-машине. Есть из них некоторые уже зафасованы, если надо, мы и фасуем, и молим. Понял. О, посмотрите, какие здесь джезвешки. Наверху. И дегермены. Впервые вижу настолько современные дегермены. Я привык обычно видеть, это что-то старое, что-то такое вот, как сказать, старое. Давайте так, на этом остановимся, а здесь какие-то прям 1Z Presso. Ну, выглядит супер премиально, супер дорого. Круто. Круто. Ну, пространство очень классное, очень стильное. Здесь вот эти вот старые стены, как-то они вот так вот соседствуют с деревом. Все очень благородно, стильно, круто. Класс. Очень много туристов знакомятся с нашими традициями, с нашей культурой. Это круто. Спасибо. Добрый день. Здрасте. Поделитесь своими впечатлениями? Мы еще не успели выпить. Еще не успели? А вообще о мероприятии? Очень замечательно. Очень классно.
Нам очень нравится все. Вы впервые в Патории? Да, впервые. Супер. А откуда вы? Севастополь. Ну недалеко, но впервые. Да. Ну, на таком мероприятии, да. Очень колоритно. А что за мероприятие нужно? Мы обсуждаем. Крым Кофе Фест. Да? Мы просто со старого города сюда с пришли. Иерусалима, со И старого, только вот поэтому заказали кофе, будем пробовать. Сейчас Ну, а пойдем. так, да. Ну, Вы нам находитесь тоже на Крым нравится. Кофе Фест. Это круто. Да, первый в наш истории. происходит. Концерт, да, все. Ну, не наш, это мы тоже тут гости, мы тут смотрим, блогерствуем, рассказываем, что происходит. Побольше таких мероприятий. В Севастополь приезжайте. Кофе любите? Очень Конечно, очень. Спасибо. Приезжайте в Севастополь. Спасибо, спасибо. Так. Это наш, да? Это ваш. Саунас. Будем пробовать. Бразилия, напоминаю, если кто забыл. Ага, Бразилия, Эфиопия, но Бразилии больше. Супер насыщенный, благородный вкус. Очень круто. Сагу у нас очень круто. Но выглядит супер круто. Выглядит супер круто, но на самом деле полная фигня. На самом деле купили мы первую машинку, Так. она на килограмм, головниковая, очень сложно, постоянно ремонтировали ее. Ага. Это не Мерседес. А Понятно. потом мы купили Мерседес, ну в смысле, Гисон на самом деле. Гисон, Это да. круто, да, Это считаешь? хорошее, это профессиональное оборудование, это прям лучшее в мире кофе обжарочная машина. А это как называется? А это называется непонятно как. И значения особого не имеет. Это мы просто купили, думали, в кофейне будем жарить себе кофе. Это действительно первая ваша? Первое. Это на самом деле. Тогда да. это часть истории. Это вот круто. поэтому мы ее как часть истории сюда поставили. Ну, выглядит реально прикольно. Взгляд притягивает. Прикольно, но вот это вот аппарат. Мы Вау. купили на 5 килограмм, потом на 15, и сегодня мы там обжариваем. А вот в это пространство можно будет попасть когда-нибудь? Когда-нибудь можно, да, готовиться, это будет очень интересно. Это территория кофе, территория свободы, просто Unreal объект должен быть, по идее. Просто очень крутой. Иншаллах, по воле Всевышнего, он появится в ближайшее время и обязательно вы туда попадете. Потому что миновать не получится такое. Это будет не только в масштабах нашего города. Это что-то совсем другого формата. Вау, заинтриговали. Поэтому, да, поэтому следите за нашим Обязательно. инстаграмом, за нашим каналом, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Что там надо? И на колокольчик. И на колокольчик нажмите, да. Да. Эмиль Бей, такой вопрос. У вас любимый кофе есть? У меня есть любимый кофе, да. Ну как, типа отдельно конкретный сорт? Да, вот какой-то отдельный Нет, сорт. такого нет. Такого Мне, нет. мне нравится разное. А там американо, капучино, что такое? Фильтр? Я предпочту, наверное, фильтр. Фильтр, мне кажется, это сегодня самый, ну, такой верх истории, где можно максимально прям прочувствовать вкус кофе. Ну, наверное, фильтр. Все. Супер. Так, да. Саунус. А ты какой пьешь кофе? Я почему-то люблю латте. Латте? Ну, где молоко и сахар, очень сложно определить, какой это, типа, на самом деле вкус кофе, да. Приходи, мы тебя научим пить черный Всё. кофе. Саунус. Да, давайте. Карушкенди. Все, двигаемся дальше. Вот такое супер интересное атмосферное пространство Хаве. Поехали. Ну как, да, не это самое, просто... Нам дали возможность попробовать поварить. Что делать? Что делать? Давайте заново сделаем. Нет, сначала надо одеть фартук. Так, это мы уже оставим, да? На одну порцию кофе уходит 10 грамм. Вы пробуйте сами, открываем крышечку. На замер проверяем. 10 грамм Сколько, это как ты 2 думаешь, без сколько? горочки. Две Я уже все сказал. Говори. Так, две без горочки. Раз, Вторую теперь с горочкой. Вторую с горочкой. Вот Да, пойдет? вот так. Отлично. Сейчас, мало, сыпь еще. Ты крепкий пьешь? Не-не-не. Вот Я есть- же латте. Я же лата. Так, сюда. После этого мы заливаем водой по первый поясочек и погружаем в песочек. И делаем круговые движения по часовой, против часовой, восьмерочку. И Девятый. получаем вкусный кофе. Так, Слушай, по а это- первый Первый пояс. поясочек. Опа, Вот так? отлично, И да. вставляем в песочек. После этого перемешиваем ложечкой, обязательно, чтобы Саунус. равномерно кофе осело, Так, смешалось. И вот после этого можно его погружать в песок. так. И вы сейчас попробуете кофе? Самолично сваренный кофе. самолично, что Да. немаловажно. Это же энергия, это же душа. Да.
Если ты от души это делаешь, всегда получается самый качественный продукт. У вас есть любимый кофе? У меня Колумбия Супрема. Я пил на протяжении 4 лет Эфиопию. Это то, что вы сейчас варите. Буквально 1,5 года назад перешел на Колумбию Супрема. Ну, как красная икра, если ты ее кушаешь каждый день, она надоедает. Также и с кофем. Он просто уже перестал приносить удовольствие. Как бы вы описали Колумбию Супрема? Вот, какой у него вкус? Аромат? Это идеально сбалансированный кофе, как по мне. У него открывается при первом глотке сладость, после идет кислиночка, и в конце все это замыкает легкой горечью. У него средняя обжарка, средне сбалансированный каждый вкус, и каждый в этом кофе играет свою нотку, открывается по-своему. Идеальный баланс. Идеальный. Как по мне, это самое идеальное кофе. Смотрите, он почти закипел. Как начнет подниматься первая пенка, после этого мы его будем заливать в наш стаканчик. И поэтому периодически приходится менять, чтобы каждый день наслаждаться вкусом кофе. Круто, круто. Ну я правильно, да, делаю все? Все правильно. Вращение. Реально очень Его прикольное периодически, ощущение. Мы вводим круговыми движениями. Ага. И после прикапываем к самому дну, откуда идет температура. Оставляем. А что его греет там? Электрические тены стоят, в данном случае электричество. Ну, в основном бак, все песочки, да, они работают от электричества. Если бы мы стояли здесь 50-70 лет назад, наверное, там была печечка, куда бы мы подкидывали дрова. Ну, не быстро. Это потому что большой поток. При каждом погружении мы погружаем 19 градусов температуру, ну и она падает. Когда небольшой поток, до 30 секунд чашка кофе готова. О, ничего себе. Ну вот, в принципе, кофе готов. Давай крупно покажем сам момент. Пеночка. Пеночка. Пеночка первая уходит. Опа. Опа. Классно, прям как шапка такая была. Шапочка, да. Пожалуйста, Афетлер Олсун. У нас Наслаждайтесь. Эфиопия, приготовленная в песке. Ну, практически собственноручно мне там Ну, в финале ваш помогли. труд. Да. Первые движения делали вы, это ваш. Попробуем. О, Стой. Надо Встаю. подождать. Потому что он сел, заварка, чтобы села. угу. Давай. Вкусный. Очень вкусный. Класс. Sounds. Круто. Круто. Мы идем дальше. И, Дуслар, здесь невероятно приятно находиться. Я никогда не был в Марокко, но у меня полнейшее ощущение, что это где-то там должно быть так же круто. А это наша Евпатория, наш Гизлев. Посмотрите, просто здесь очень классно. Салям алейкум. А вы можете капучино розовый нам сделать? Маленький попробовать. Буду пробовать впервые капучино розовый с чайной розой. Розовый капучино, Дуслар. Впервые буду пробовать на Крым Кофе Фест. Вот так вот это выглядит. А как это по вкусу? Ну, необычненько. Такое чувство, что пьешь завядший букет роз. Но это первое впечатление. Потом вкусно. Потом очень вкусно, да. Но первое... Не, вот так привыкаешь, и он очень приятный. Такой аромат розы. Не, круто, мне нравится. Нам подарки подарили. Накормили. Саунд. Мне здесь очень нравится. Здесь очень вкусно, интересно. Вот у нас мастера наши собрались, давайте с ними тоже пообщаемся. Здесь уникальный треугольник из мастеров своего дела: Эльдар Ага Гусейнов, Рустем Ага Дервиш и Фатах Ага Курталиков.
Это этот идет, как называется? Влог. Влог это классная тема, классная штука, я всегда на нем приятно участвовать. Сегодня я всем рассказываю про обалденную вот такую игрушку. Так. Это не является талисманом, это не является каким-то там оберегом, это просто игрушка, но не простая игрушка. С помощью такой игрушки вешается вот сюда. Так. Если вдруг ребенок понимает, что он в плохой ситуации, нехороший какой-нибудь, от страха не знает, что делать, кричать не всегда есть силы, надо дунуть очень сильно, тогда все внимание на этого ребенка, на эту ситуацию. Если это не помогает, плохой человек не убегает, не уходит, игрушка превращается в такой аппарат маленького роста. Что делать? Бьется в ногу и аккуратно убегает. Это очень интересно. Вот, по-моему, дети уже прибежали на ваш зов. Обязательно, если вдруг такое происходит, всегда с собой вот средство самозащиты вот такое. Оно вот вешается вот так. И надо убегать. Всего доброго. Все, Сава у нас в Корушкенде. Увидимся. Вот так вот. Снимаю, так. Салям алейкум. Самый уникальный джезве вот ваши коллеги. Они все, да, уникальные? Я такой не видел. Они все уникальные. Верю. Они все с историей. Да. Каждая. У них есть даже... Смотри, вот я беру, вот, да, орнаменты читаешь ты наши? Нет. Не читаешь. Смотри, сосуд – это дом. Так. Тюльпан – это мужской символ. Так. Это растительные орнаменты в нашем прикладном искусстве, они символизируют каждый. Да. Тюльпан – мужчина, роза – женщина, муж – жена. Мгм. У них бадемчик, 3 девочки. Понял? У них 4 внука и 1 внучка. А это Кале, вот видишь, в Кале это замок. Гранатики, это берекет. И, пожалуйста, у тебя свой индивидуальный, уникальный джезве. Красивый. А скажите, пожалуйста, почему такая ручка длинная? Вот, например, Ручка это классика. Да, расскажите. Крымско-татарская классика. Да. Это. Ну, раньше газа не было. Костер, да, Мы его могли в костре, могли в камине. Я вот дома варю, например, я на газе не варю. У меня есть газ. Я зимой в камине, летом в мангале дрова у меня специально. Я делаю это. Пожалуйста, приезжайте. Машалла. Я могу сейчас... Куда надо приехать? Почтовая, улица Мира, 18А. Запоминаю. Да, Бахсарайский район. Çok sağ olun sizге. Если не торопишься, могу сварить кофе. Мы к вам вернемся еще, ага. Уже до вас трое обещали, но где-то потеряли. Такая тут столько всего. Я буду рад, если вы... Мы вернемся. Çok sağ olun. Хотели пройтись нон-стопом, чтобы вам все тут показать как есть, но здесь на каждом углу мы пьем кофе, много вкусного, классного кофе. Поэтому давайте сейчас я возьму обет воздержания, кофе не будем пить и пробовать, попьем его еще, обязательно расскажем. Но сейчас хотим показать вам масштаб, хотим показать вам, сколько здесь людей, сколько здесь разных активностей. Поехали, нон-стопом пройдемся до самого конца, до синагоги. Забыл я название синагоги. Поехали. Итак, здесь сладости. Кадаиф. Кстати, Кадаиф, может быть, вы увидите в новом выпуске Храм-Татар Емеквера. Опять мы задержались. Давайте, обещали нон-стопом, поехали дальше. С этой стороны у нас различные разнообразные туристические красивости. Здесь еще одна точка Каве. Посмотрите, какая она атмосферная. Посмотрите вот сюда. Захватите эти детальки. Какая красота. Просто супер. В том углу у нас крымская косметика, разнообразные сувениры. Здесь продолжается выступление на сцене коллективов, я так понимаю, города в основном. Посмотрите, у нас там маленькая балеринка. О, здесь что-то очень-очень красивое. Moon Secret. Классное пространство. Здрасте. Супер атмосферное, красивое место. Был бы я девушкой, задержался бы подольше, но мы двигаемся дальше. Ого! Вот такие разнообразные изделия здесь. Бронза. Изделия из бронзы у нас здесь. Вау, это маска Ктулху, наверное, типа. Не знаю. Поехали дальше.
что-нибудь от кузнецов на счастье. У кузнеца гвоздик обозначает: забейте, пожалуйста, на все проблемы, обращайте внимание на самое главное, берегите нервную систему. Забейте на все проблемы. Дальше вот здесь изделия, аксессуары из кожи. Ну и, конечно, наши большие друзья. Крым Кавеса. Что-то какая-то сложность, блогер. Так, Самида Ханум, селям алейкум. Рада вас видеть. Взаимно, это взаимно. Фестиваль кофе. Это, по-моему, один из главных праздников, который должен был быть в Крыму, наверное. Ждали. Мы хотели, чтобы что-то масштабное, связанное с кофе, наконец пришло в Крым. Да. И оно пришло. И оно пришло. И мы пришли вместе с ним. Куда без вас? Куда без вас, Мы конечно. принесли кофе, холодный кофе, Колбрю. колбрю, дрип кофе, американо капучино. Ой, что это такое дрип кофе? Дрип кофе. Очень удобный формат кофе. В пакетике смолотый кофе, запакован с помощью азота, без кислорода, сохраняет свои свойства, аромат в течение длительного времени. Вау. И удобен к завариванию. Можем взять с собой в поезд, путешествие в горы, как мы любим. Да, в круто, гостиницу. круто. Я люблю путешествовать в горы с кофе, это вообще классный вариант. Супер. У нас здесь сладости от Кавабанги, двигаемся дальше. Аквагрим у нас здесь. Здравствуйте. Что это у нас? Ну, давайте... Я отснимусь, потом, может, красиво что-нибудь нарисуем на лице. Спасибо большое. Это для ваших деток здесь тоже еще одна точка. Ой, посмотрите, какая красота. Кухонька в миниатюре. Мама Дема, улиточная ферма. Вау, вот такого я не видел еще. Расскажите, пожалуйста, что у вас тут? У нас улиточная ферма. Ага. Мы приехали из Алушты. Ага. Сегодня привезли сюда наши коронные блюда. У нас есть маринованные улитки, это холодная закуска, и горячие жареные улитки, которые прямо здесь жарим в сливочно-чесночном соусе. Вау. А также паштет из печени улитки. Ничего себе. Я о таком только читал раньше. Я даже не видел никогда. Так. Возьмите шпажку. Вам надо крепко зафиксировать Как ее достать? полностью, не спеша на себя. Да. Вот, а теперь можно пробовать. Так, Дуслан, ну, надеюсь, я продолжу наш влог после этого. Желание свое заветное. Да, не отравиться. Вслух сказал, блин, не сбудется. Это очень вкусно. Офигенно. Она еще по-новому так раскрывается. Класс. Это очень вкусно. Это улитки из Алушты, да? Правильно? Как, Мама Дема. Мама Дема, улиточная ферма номер 1 в Крыму написано. И поверим, потому что очень вкусно. Ух ты, ух ты. Ага. Бижутерия Булат. Салям алейкум. Как вы? Поделитесь своими впечатлениями от Крым Кофе Фест. Что вам сказать? Что-то бывает плохо, все хорошо. Конечно, мы торгуем, знакомимся с многими людьми. У нас очень интересная новая для нас аудитория, скажем так. Мы уже немножко привыкли к симферопольскому, бахчисарайскому движу. Здесь немножко по-другому, свой какой-то вайб, но интересно. Туристы, да. И для туриста это все в новинку. Если ты у себя где-то уже просто приходишь и разговариваешь, как там виташка, имдешка и так далее, то здесь ты должен рассказать про себя и представить себе. Что за последнее время стало уже сложно, но вот как-то возвращаемся, камбэки какие-то. Кофе любите? Конечно, любим. Какой любимый? Капучино. Да. Я пока еще до Харамхавеса не дошла, у меня классные соседи, все у них. Лазурный берег, да. Сыром соседствует. Селям алейкум. Селям алейкум. Очень для Это Лазурный берег. Кофе, капучино, латте. Внимание, ристретто. Пробовали? Нет. Ристретто это получается именно 15 миллиграмм кофе. Ух ты, давайте попробуем ристретто. Что Давайте. такое? Давайте. Будем пробовать ристретто. Вот это вот ристретто. Здесь 15 миллиграмм кофе. Именно выжатый через пресс-машину, получается, через кофемашину. Давайте попробуем. Вырнос. Саунс. О, какой насыщенный. Аромат должен быть очень насыщенный. Да.
вас расскажите. Должен быть такой именно О. сбалансированный вкус. Крепкий должен быть, сбалансированный. Очень крепкий, но не неприятный, я бы сказал. Он так раскрывается приятно. Чоксал у нас, Лазурный берег, ристретто впервые в жизни попробовал. Круто, двигаемся дальше. Саунс. Сыр? А, вот она, севастопольская сыроварня. Ходил, искал, а он вот позади остался. Доброго дня. Доброго. Севастопольская сыроварня. Наслышаны. Рада приветствовать вас. Хотим попробовать сыр. Что можете предложить? Кофе? Вообще сыр с кофе сочетается? Это абсолютно те продукты, которые дополняют друг друга. Это у нас сыр называется грюйер, выдержка 9 месяцев. Это твердый сыр, происхождение Швейцария. Это супер. Я рад, что вам понравилось. Грюйер. Очень необычный вкус. Реально, просто кайф. Это сыры из Байдарской долины. Вау! Столько всего я нового для себя сегодня открыл. Так, у нас здесь что? Программирование? Да. Вау! Школа программирования и дизайна Коди. Коди. Вот такую штуку можно спрограммировать самому, я так понимаю. Такой вот паучок и вот такой вот человечек, что ли. Класс. Ремесленный хлеб, плюшки-ватрушки. Вот это название я запомнил еще с карты. Вот он. Красивенький какой хлеб. Очень красиво. В общем и в целом здесь огромное количество разнообразных активностей, изделий из кожи, сыроварни, улиточная ферма, мед, кофе, понятное дело, сувениры, косметика. Здесь у нас аквагрим, просто грим, что-то красят. Что-то... Привет! Что делаешь? Я разукрашиваю. Что разукрашиваешь? Это Мишка? Да. Вау, прикольно. Сколько тебе лет? 7. Как тебя зовут? Снежана. Нравится тебе здесь? Ну ладно, все, не будем тебя больше доставать. Ой, здрасте. У нас тут мастер-класс. Вау. Да. Что вы моделируете? Рисуем цветы, сегодня рисуем фэшн-скетч. Еще раз, пожалуйста, Мы повторите. шьем сегодня цветы и рисуем фэшн-скетч, модная иллюстрация. Вот такой вот насыщенный, веселый, креативный, супер интересный маршрут у нас получился. Многое в своей жизни я попробовал сегодня впервые, многое увидел впервые, узнал впервые, так что это очень-очень круто. Крым Кофе Фест. Мы еще вернемся, потому что мы еще не везде кофе попили, не все попробовали и не со всеми поговорили. Так что досматривайте дальше. Честно говоря, я уже чувствую, как у меня сердце стучит немножко быстрее, чем хотелось бы от объемов выпитого кофе. Но мы будем пробовать, конечно, от Хрым Хависы мы не уйдем, пока кофе не попробуем. Что вы можете нам предложить сегодня? Flat white будем пить. Такой мы еще... А? А ребятам? Давай попробуем. Cold brew супер классная тема. Очень классно. Это кофе, который заваривается холодным методом. То есть кофе смалывается, заливается холодной водой, настаивается, процеживается. То есть никакого кипячения. Получается такой кофейный напиток. Он пьется как компотик, но в нем много кофеина. Это вкусно. Очень, Он пробует. очень. Мне, ну, на любителя, но мне понравилось. Он шарит просто. Алейкум селям. Как вы? Поели. Флэт готовится. Саунс. Это что у него? Тоже cold brew? Да. Вау. Ну попробуй. Посмотрите, какие классные футболки появились теперь. у Хрым Все наши Хависы. команды. Весь Хрым Хависы здесь наш. Классно, классно. Сал. Мерч будет? Будет. Реально будет Да? мерч? Это мы Кайф. сделали сами. На коленочках аппликации вырезали. Вау. Да. Запустим, иншаллах. Придумаем, как это все технически сделать красиво. Машалла, блин, у нас все так растет, развивается, просто супер. Классно. Мы бежим тоже. Да. Стараемся где-то в начале даже. Весь влог вы наверняка наблюдали, что у меня вот здесь надпись QB and ES for Alim. Так вот, я декодирую, расшифровываю.
Q это Харабибер, Рамина Ханум. ES это Эльзара Сейдометова. For Alim это для Алима. Эксклюзивно. На мне эксклюзивная футболка, вышедшая из-под рук этих гениальных людей. Чок Сагулунс. Именная футболка, мы очень хотели, чтобы было у нескольких людей, и на самом деле это посчитать можно на пальцах одной руки, сколько именных футболок мы выпустили. Да. И мы очень благодарны, Алим, вам, что вы носите. Я очень благодарен вам, подарок. что вы сделали вот такое исключение. Сагулунс, как вам впечатление от сегодняшнего дня? Очень круто. Это первый день, и первый раз такое проходит в Евпатории. Мне кажется, что для первого раза очень масштабно и на высшем уровне. Диляра Ханум впечатляет и удивляет. Да, все сошлось, это прям здесь воедино и искусство, моя любимая тема исполнения, и мой любимый напиток кофе. Да. День прекрасен. Вам тоже отдельный сагул, как вы видите, вот знаменитые стены Эльзара Сейдометовой уже тоже в фольклор уже вошли наш. Чок Сагулунс за то, что создаете это пространство, этот праздничный настрой. Сагулунс. Вы умеете это считать и принимать. Сагулунс, Харабибер, Эльзара Сейдометова. Расстояние до Евпатории, до Симферополя, до Бахчисарая. Так. Наконец-то! Центр. Наконец-то Эльдар Агусенов меня офортучил. Фортуна практически на меня сейчас не зашла. Ну вот настал Крым. Да? Крым Кофе Фест. И вот сейчас мы наконец-то сгончарим с нашим Что? дорогим Алимом. Что мы будем делать? Мы будем сегодня гончарить вазу. Вау. Чтобы было интересно. Поехали. Чтобы отцентровать, пальцы нужно держать вместе и работаем вот этими холмиками. Плавно нажимаем. Но нужно удержать и придать форму. И медленно поднять вверх. Это вот так можно с ней? Так, пожестче можно с ней? Да, это называется нос Пиноккио. Для детей я так специально придумал такую как бы интересную версию того, как можно, создавая конус, чтобы детям было интересно, чтобы у них... Нос Пиноккио. Да, чтобы у них в голове возникали определенным образом. Можно открыть сейчас, показать? Да. Вот. Это еще не нос Пиноккио. Нос Пиноккио это когда глина, когда Пиноккио обманывает, у него вырастает нос. Да. Вот так и глину надо. Плавно. Чем больше Пиноккио врет, тем больше нос. Да, мы вас не обманываем, все на самом деле, нос растет. Ощущение необычайное. Как будто живое существо, ты его что-то обнимаешь, клюв, оно... Я когда первый раз попробовал погончарить, это был мастер-класс. Это было в музее под открытым небом, музей Пирогова в Киеве. Вот, и там мастер из большого куска глины изготавливал гончарный маленький кувшинчик. Он просто меня схватил за палец, здесь я хотя бы кистью попробовал потрогать глину, да? Он там просто схватил за палец, и мы с ним сделали вот такой небольшой маленький кувшин. Но вот этот сам процесс, когда из кусочка глины можно сделать какую-то форму живую, интересную, это просто невероятное волшебство для меня было. Да. Вот. И я понял, что это для меня интереснее и ближе, чем дизайн. Я тогда учился на дизайнера, факультете дизайн. Аккуратно нужно накормить кувшин. Любимая ваша еда. Харым-татар емеклері. Хазан-кебаб. Хазан-кебаб. Берем результат нашего вкуснейшего хазан-кебаба. Так. Уменьшаем скорость и начинаем хазан-кебабом кормить кувшин. Следите за тем, как сейчас будет проявляться живот нашей вазочки. Вот оно, расширяется, видите, внизу? Вау. Вот такой хазан-кебаб. Накормили хазан-кебабом, и он потолстел. Палец. Этот инструмент называется стек. Внезапно мой палец оказался палец стеком. Превращается. Если вы думаете, Просто... да. Если вы думаете, что я хоть что-то контролирую, я вообще не управляю процессом. Это хорошо. Круто. А то мы тут второй раз подходим. Это я снова в первый раз в жизни сегодня сделал что-то. Я смастерил. Ну ладно, не я смастерил. Дорога Гусенов смастерил вазочку. Я ему помог. Блин, день наполненный
Это были не маты, это были чистые эмоции. Второй рукой показываем класс. Поближе, солнце слева. Вот отсюда надо, отсюда. Так. Не только стены, не только гончар, но и оператор. Тимур Бей, как вам сегодняшнее мероприятие, впечатление? Салям алейкум. Çok sağ olunuz. День сегодня довольно интересный, и мне очень приятно то, что этот год довольно такой насыщенный разными мероприятиями, и они задают, скажем, такую культурную жизнь, когда ты можешь с семьей, со своими близкими выбраться и хорошо провести выходные. И вот в Кизлеве то, что провели кофейный фестиваль, Бирала, чтобы каждый год он развивался, становился больше и более масштабным. У вас любимый кофе есть? Есть. Крем Кавесе. Правильно. Правильный ответ. Посмотрите, кто пожаловал на Крым Кофе Фест. Вау. Привет. Посмотрите, какая красота. Вы кто? Королева. Я думаю, это королева кофе, наверное. Ну, я не знаю. Королева кофе? Я так думаю. Вот почему вы черные. Посмотрите, какие впечатления, какие восторги вызывают у наших маленьких зрителей. О, живая статуя. Салям алейкум. Посмотрите, какая красота. У нас день, чем дальше идет, тем больше обрастает всякими прикольными штуками, активностями. Вот и живая статуя. Супер. Наливает хаве в джезве. Мяу. Привет. Ух ты, аккуратно. Вот такие чудеса у нас творятся на Крым Кофе Фест. А здесь у нас джазовое трио Дживаль. Мне обещали, пришли. Конечно. Баллар. Келлер'im dedi kimedi? Bekim Keller. Bekim'de Keller'ler. Bekim Keller. Ну иди, по-моему, девушка отель. Сейчас еще вечерний это будет здесь. Развлекательный комплекс. Саунус. Если не нравится, он это холодный. Вот такой вот кофе от нашего мастера Медника. Как дома. Класс. Салям алейкум. Здрасте. Ну как дела? Хорошо. Как зовут? София. Тебе все нравится? Да. Супер. Тебе кофе разрешают уже пить? Да. Да? Нравится тебе? Да. Да? Ну все, хорошего дня. Ух ты, привет. Ты Смурфик? Да? Да. Как зовут? Миша. Привет, Миша. Я Алим. Как дела? Все нравится? Да? Да. Супер. Ты первый раз в Евпатории? Я родился здесь. Родился здесь? Я тебя поздравляю. Праздник нравится сегодня? Да. Да? А ты кофе пьешь? Тебе разрешают уже кофе пить? Я горячий шоколад пью. Это тоже хорошо. А какао нравится? Да. Супер. Ладно, хорошего дня. Вам нравится, да, я смотрю? Балдеем. Вообще, прям очень хорошо. Все нравится? Очень. Кофе пили? Пили. Какой любимый кофе у вас? Flat white. А что вас, зерно спрашивается? А? Вы что конкретно спрашиваете? Какой любимый кофе? Капучино, flat white, вот, например. Эспрессо тоник. Эспрессо. И фильтр.
Как вам? Вы в первый раз в Евпатории? Нет, мы тут живем. А, вы живете? Да. Круто. Как вам праздник, фест? Очень классно, ярко, красочно. Вы очень много кофе выпили, да, по-моему, уже? Очевидно. Да, я тоже выпил много кофе. Просто очень нравится музыка. Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, впечатлением о сегодняшнем мероприятии. Очень хорошее, прекрасно. А что ж такое? Все нормально, все красиво, очень хорошо, да. Кофе любите? Любим. Какой кофе любите? Этот самый экспресс есть такой хороший, Есть. крепкий? Да. Пробовали уже кофе здесь? Нет, еще. Ну как вы что, надо попробовать обязательно. А где именно? Где Везде хороший кофе. качество кофе? Где? Везде хороший. Да. Хорошего вечера. Селям алейкум. Алейкум селям. Поделитесь, пожалуйста, впечатлением о сегодняшнем дне. Ой, білмеймін. Татарша айтайын, орысша айтайын. Nasıl sizge onu айтылады? Неде көрсетейік, біреуде көрсетейік, что ли, или просто? Ebet Doğrusu айтқанда мен яң келдім. Ага. Siz Саба обедтен сон уақытым болмады, мына шыншып келдім, мына елен текран айландым. Мына бұға çok берақландым. Ама да güzel. pek güzel. Да, живая статуя, это вообще. А вообще, конечно, впечатление. Мы, бабушки, редко выходим. Так. Но Ну, метко. метко. Да. И вы знаете, Юремский яка. Бал кебек. En sevimli kahveniz var mı? Мен вообще қаве ішпеймін. Доғыстайды. Ne için? Aslında bir қасталандым, ondan sonra bir kahveden gördüm, onun için Aa, kahve içmeyeyim anladım, aslında. anladım. Kahve içmeyeyim. Yaxşı. Onun için Ama bayramımız güzel. çok güzel. Çok güzel. Çok sağ olun. Çok sağ olsun böyle merasimler, конечно. Да. Hayırlı günler. Bizde sizge de hayırlı olsun. Sağ olun. Ama bir yerde көрсетeceksin onu. Evet, gösterecek. Қайда көрсетeceksin onu? Мен де Крайне өзіме бақ. Татарс білесіңіз mi? А? Karadeniz Production. Да. Е. Да, обязательно мен олардың hepsini bakam. Постоянно, Doğru да. yaparsınız. Sağ olun. Sağ ol siz de. Like koyunuz. Обязательно. Подписка это приятно. Обязательно. Sağ olun. Görüşürüz. Селям алейкум. Здравствуйте. Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, впечатлением о сегодняшнем событии. Все, мы в восторге. Все прекрасно, все так вообще. А вы откуда? Мы в Патариске, но первый раз вот это попали на такой праздник. Я понял. Кофе любите? Очень. Мы вообще и шли кофе попить. А тут, Ага. оказывается, такой праздник. Мы не знали. Мы просто думали, здесь в кафешке попьем кофе. А тут такой праздник, в восторге. Супер. Спасибо большое, хорошего дня. Все в восторге, потому что действительно праздник огромный, событие классное, интересное, супер, куча активностей и для детей, и для взрослых. Все вкусно, все интересно, все красиво. Класс. Селям алейкум, поделитесь, пожалуйста, о чем был сегодня бизнес-форум? Алейкум селям. Да, сегодня проходил бизнес-форум в ресторане «Дживаль». Было много интересных спикеров, которые действительно работают в отрасли, которые уже имеют опыт. На бизнес-форуме помимо кофейной тематики обсуждались и общие тенденции, выступали спикеры не только с кофейного сообщества. Было интересно, познавательно, свежо, заводились новые знакомства. Прекрасное мероприятие. Евпатория сегодня нас осчастливила хорошей погодой, солнцем. Люди приехали со всего Крыма. Людям не только. И не только. Людям нравится, они пьют кофе, говорят о кофе. Я бы просто охарактеризовал этот день словом кофе. Да. У вас есть любимый кофе? Я люблю Колумбия Арцила. Ферментированный кофе с ярким выраженным послевкусием булочки с корицей. Вау, круто. Çok sağ olunuz. Sağ olunuz вам за организацию этого замечательного мероприятия. Просто супер получилось. Вам Sağ sağ olun. olun. Ну что, Дуслар, это был Крым Кофе Фест в Кизлеве, настоящий праздник кофе, новых ароматов, новых знакомств. Я ухожу отсюда супер вдохновленный, потому что многое я сегодня попробовал впервые. Хочется пожелать, чтобы этот фестиваль действительно превратился в ежегодный, потому что это очень классное, очень атмосферное мероприятие. И пусть он выходит за пределы Кизлева, становится